Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 27 марта по 2 апреля. Мы посмотрим события для вас в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента. В случае, если вы его знаете, так вы больше для себя найдете подсказок. И напоминаю о том, что это общий прогноз. Не воспринимайте информацию буквально, близко к сердцу, потому что прогноз один, вас много, да, не у всех он может проигрываться одинаково. Так, и всем спасибо за лайки, комментарии, добрые слова и, главное, за обратную связь. Также, если в данном прогнозе я не замечу совпадения какой-либо карты, обязательно пишите мне в комментариях. Я отвечу, что может обозначать данная совпавшая карта в случае, если ее можно совместить. Итак, водолеи, давайте-ка будем смотреть ваш прогноз 27 марта по 2 апреля. Нерешенное дело в понедельник у нас уже есть какое-то нерешенное дело. Но будет разрешено успешно. А нерешенное дело — это какая-то вот будет неприятная новость, внезапная. И нарисуется такое вот дело, но вы его разрешите. Слезы радости или слезы огорчения. Давайте-ка посмотрим, о чем это у нас тут. Потому что карта такая вот двоякая. Ну, смотрите, вроде как и обрадуетесь, но потом какие-то будут препятствия и сложности, поэтому тут двояко будет. Вроде как дают надежду, но потом, знаете, как какой-то ступор будет. Так, надежда на лучшее. Ну вот, надейтесь на улучшение. Так, это было подтверждение моих слов. Так, дальше смотрим, чем же это все закончится. Так, огорчение, разочарование, печаль. И последняя карта — неприятность. Так, а неприятности какую нам ждать? Какую нам ждать неприятность в конце недели? Неприятность — это о чем? Все, что связано либо личные отношения, либо что связано с высокопоставленными должностными какими-то лицами из-за новости какой-то. Вы считаете, что это вообще это что-то неадекватное. Тяжелая ситуация, кармическая, но ее нужно будет в любом случае. Это кармический урок какой-то здесь. Прохождение кармического урока. Это в любом случае бы произошло.
Так, давайте-ка будем смотреть, что у нас тут. Ну, есть возможность разрешить этот вопрос. Есть возможность. Давайте еще посмотрим, что у нас тут может получиться. Будете, у кого-то это связано, опять-таки, будете бегать по каким-то инстанциям, или суды, или казенные дома. Вам придется делать какой-то выбор. Будете взвешивать или так, или так. Какие-то будут сомнения, какие-то колебания. Угу. Так, ну что, смотрим еще. Угу. Так. Ну, вроде как все, да? Давайте-ка подытожим, что у нас получается. В начале недели есть какое-то нерешенное дело, может быть внезапная новость, неприятная для вас. Есть возможность ее разрешить положительно. Есть надежда у вас на это. Так, слезы. Слезы, скорее всего, знаете, вроде как кто-то может обнадежит, и вы обрадуетесь, но потом у нас слезки все-таки такие больше идут огорчения, потому что у нас здесь идет разочарование, печаль, и так расстроитесь чему-то очень сильно. И в конце недели у нас неприятность, и будут какие-то будут какие-то колебания, взвешивание какой-то ситуации, либо у кого-то касаемо судов, либо беготня по госинстанциям. Ну, в общем, здесь какой-то у вас выбор, и вы будете думать, как же вам правильно поступить, что вам дальше делать. Либо общение с человеком, который рожден под знаком зодиака Весы. Вот такой вот прогноз. Ну что, дорогие мои, всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.